Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в стенах Национального музея Удмуртской республики имени Кузибая-Герда. И сегодня с вами мы находимся на экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, которая называется «Шел первый год войны». И сегодняшний наш рассказ будет о нашем замечательном художнике-баталисте Петре Александровиче Кривоногове. На экспозиции присутствует этюд, написанный Петром Александровичем, к картине «Комиссар Брестской крепости». Этюд выполнен маслом на картоне. Это один из рабочих этюдов, который послужил важным элементом для создания образа комиссара Брестской крепости. Он есть в коллекции Национального музея, и сейчас он экспонируется. На стенде вы также можете увидеть его членский билет. Это как раз билет художника студии имени Грекова. Нагрудный значок об окончании Ленинградской академии художеств, кисти. И вот что очень важно, что здесь же на экспозиции есть у нас личные вещи, переданные семьей художника в коллекцию Национального музея. Это кисти, краски и этюдник. Так вот, вот посмотрите. Мне очень понравилось, что наши музейные сотрудники выложили вот эти вот два тюбика краски, и именно их, потому что на них как раз сейчас мы видим название красок, которые сейчас Санкт-Петербургским заводом красок не выпускаются, на тот момент ленинградским. Это марганцевая кадмиевая зеленая, судя по всему, и феодосийская коричневая. Сейчас я их в магазине таких красок найти не могу, но как из свинцовых белил. Кисти щетинные. Это как раз кисти, которыми удобнее всего писать маслом, потому что они очень хорошо вгоняют краску в поверхность картона и холста. Сейчас мы с вами немножко посмотрим на этюдник. Вот обратите внимание, его походный этюдник, он без ножек. То есть это он, видимо, пользовался сугубо им как тем инструментом, который помогает переносить краски, в котором есть палитра и в котором можно закрепить картон для этюда. И он не пользовался ножками, он, судя по всему, либо писал с колен, то есть на коленях его располагал, либо на что-то ставил. Вот. Сейчас же мы очень часто пользуемся этюдниками с ножками, чтобы мы могли и сидя работать, и стоя работать. Кисти, в общем-то, такие же кисти выпускаются щетинные и сейчас. Краски вот у него, они в тубах разных размеров, и больших, и маленьких. Ну, в общем-то, вот как это было много лет назад, так происходит и сейчас. Спасибо французам за пленэрную живопись, потому что они усовершенствовали момент переноски красок и стали загонять краску в тубы. Это очень удобно. Сейчас мы с вами перейдем к непосредственно моменту того, как попытаемся воспроизвести, как происходила этюдная работа у художника-баталиста при сборе рабочего материала для картины. Вот. У нас есть этюдник, палитра, масленка, разбавитель, масляные краски, и мы используем натурный материал. А прежде всего нам нужен костюм в кожаной куртке комиссара Брестской крепости. Ну, вот такой импровизированный образ. Будет видно немножечко гимнастерки, рукав
кожаные куртки. Фуражкой мы воспользуемся той, которая есть на следующем манекене, то есть ее пропишем, а лицо уже нам придется придумать. Зачастую рабочий материал собирается именно так, что художнику очень нужно, чтобы цвета и складки в одежде, несмотря на то, что он даже ее знает, как он одет во всех тонкостях и деталях, ему нужны непридуманные. И поэтому это добавляет правды жизни в картину, точности образа. И, естественно, находятся какие-то новые, интересные пластические, цветовые и графические ходы, которые можно взять только в сборе натурного материала. Краски масляные. Здесь у нас есть и основные цвета, то есть красные, желтые, синие. Но также есть у нас и охры, и оранжевые, и зеленые, и коричневые оттенки, которыми мы тоже воспользуемся. И также мы будем работать на картоне. Но картон у нас обклеен холстом. Грунтовка белая. В общем-то, она одна из самых удобных, потому что в ней, даже если мы работаем в протирочку, цвет достаточно остается ярким, потому что светлая грунтовка, она из-под тонкого слоя краски, она светится. Приступаем к работе. Как я уже сказал, у нас задача воспроизвести один из рабочих моментов, как создавались этюды. В данном случае мы сделаем упор на курточку кожаную, небольшой кусочек гимнастерки и фуражку, а лицо уже придется нам придумать. Для работы я возьму жиденько с разбавителем краску коричневатую и тонкой кисточкой сейчас как раз буду намечать рисунок. Глядя на манекен. Вот у нас идет элемент воротника. Будет видно пару золотых пуговиц. Что удобно, что как раз ничего придумывать не надо. То есть вот это еще Питером Пауэллом Рубенсом было такой момент введен, что он очень тоже много собирал натурного материала. А академист Карл Брюлов, он вообще такое ввел замечательное слово, которое перешло в жизнь, но немногие знают, что это именно им было введено, такое понятие, как отсебятина. Отсебятина — это то есть то, что художник придумывает сам, не имея натурного материала под рукой. Мы сейчас как раз стараемся пользоваться натурным материалом и будем прописывать элементы военной амуниции, глядя на тот материал, который у нас есть на экспозиции. Сейчас наметим лицо. В общем-то,
образ такой, вы понимаете, что будет несколько собирательный. Вот уже смотрю на фуражечку, которая вдалеке есть. Изгиб козырька. Вот нам не важно, чтобы фуражка входила целиком. В общем-то, вот нам достаточно будет и такого элемента. Лицу мы так много внимания уделять не будем, поэтому наметим его несколько схематически. Но все равно определенный оттеночек зададим. Еще немножко проработаем силуэт. И вот. Несколько мазков, обозначающих тон лица. Лицо у нас будет такое смугловатое, загорелое. Где-то с розовинкой, где-то с охрочкой. И тень, глазнички потемнее. С розовеньким также ушко чуть тронуть, потому что там сосудики ближе к поверхности кожи. Естественно, его выделить надо чуть в тоне. Линия волос. Вот сейчас фуражечки перейду. В общем-то, я гляжу на фуражку и стараюсь наблюдать, то есть где там блики находятся, какой изгиб у козырька идет. Зеленый околыш нам будет важен очень, чтобы это было понятно, что это пограничник. Чем удобна работа маслом? То, что не влага тебе ни почем, когда этюд масляный высохнет. То есть, если что-то даже на него попадет, он не размоется. Вот. То, что цвет сочный, яркий, и как ты его смешиваешь, он потом не изменяется в цвете при высыхании, как, скажем, акварель, гуашь или акрил. И это очень, конечно же, удобно.
Цвет сочный, яркий, насыщенный. И один из важнейших моментов, почему вообще Леонардо да Винчи полюбил масло и стал его так пропагандировать, так же как и художники-голландцы, как Ян ван Эйк, к примеру, то, что масло тянется, его можно растягивать, оно не высыхает, и потом получаются контрасты и рывки в мазках, а то, что его можно растягивать, и его можно флицевать. Вот это прямо вот важная очень такая часть. Сейчас вы видите, что я работаю локальными цветами. То есть я пока сейчас тени не прокладываю. То есть не падающие тени от козырька на лицо, ни тени в фуражке. Я пока сугубо закрыл часть пятно. То есть я работаю сейчас пятном. Немножко розовиночки на щечках дадим. Там тоже сосуды ближе. Нос выделим слегка. Также именно разницей в тоне. К низу можно на лице дать несколько холодных оттенков, потому что по той части, где растет борода, усы, обычно кожа имеет холодноватый оттенок, зеленоватый, голубоватый. Вот, и это выделяется в лице вот так. Так, это у нас сейчас пока без теней. То же самое сейчас мы перейдем к работе с пятном гимнастерки. Она у нас будет чуть позеленее. Но, конечно, не такая ярко-зеленая, как околыш. И несколько другого будет оттенка, чем у фуражки оливковый цвет наверху. Вот. То есть вот эту вот разницу зеленых оттенков ее очень важно поймать. Это все тоже вот как раз дает натуралистичности и правдивости изображаемому персонажу. Вот. Добавили оливкового сюда. И сейчас мы уже начнем разными коричневатыми, сиреневатыми и холодными оттенками лепить плоскость кожаной куртки. Почему коричневатыми, сиреневатыми и холодными? Потому что куртка блестит. Она блестящая, то есть кожа здесь не матовая, а она именно глянцевая. И вот эти вот все моменты блесток, вот, то есть где свет поиграл на изломах складок, он у нас будет не чисто локального коричневого оттенка, который цвет есть у куртки. Вот и я сейчас как раз прохожусь по бликам, чтобы обозначить их в первую очередь, а уже потом перейду к коричневым оттенкам. И по ходу работы мы добавим падающие тени на лицо, от фуражки, и в фуражке тоже некоторые тени пропишем. Итак, ну вот, коричневые оттенки, тени падающие.
Сейчас мы постараемся с ними как можно быстрее справиться. Этюд, как вы понимаете, у нас носит демонстрационный характер, то есть мы показываем, как можно работать на белом картоне, даже без сильной проработки фона. Плечика. Грудь. Так как у нас полностью прописываться фигура не будет, то есть можно где-то ввести некоторые моменты кожаной куртки вот так вот в растяжечку кистью. Элемент незаконченности. Вот, как уже сказал, сейчас буквально несколько мазков, это у нас падающие тени на лице от фуражки. Вот, как бы они по носу шли и полглазничка. С небольшим холодным окаймлением. Сиреневеньким. Вот здесь. Там можно в глубине наметить глазик, то, что есть, и бровку дать. И плюс еще падающая тень от носа, естественно. Вот. Падающие тени, они, конечно, сразу придают работе более объемный и понятный вид. От ушка вот здесь и, естественно, от нижней челюсти на гимнастерку. Плюс еще чуть-чуть, немножечко темно-зелененького на гимнастерке самой, тоже также под подбородка. Последние штрихи — это фуражка темная, а колыш темно-зеленый. Вот сюда ввели, и темно-оливковый — это у нас вот здесь, где излом формы идет у фуражечки, граница света и тени. Мазочек на пуговку. Вот. Вот, в общем-то, я надеюсь, что вам данный опыт был интересен, как пример работы. И работа маслом вам тоже понравится, потому что, в общем-то, эта техника доступная для любого художника. Единственное, что нужно практиковаться. А наш урок будет для вас полезным подспорьем о освоении этих приемов. С вами был Никонов Денис, художник Национального музея имени Кузибая-Герда. Еще раз напоминаю, что мы находимся с вами на экспозиции «Шел первый год войны», на которой экспонируется этюд Петра Кривоногова. До новых встреч,
будем рады вас видеть в нашем музее.